Қайырлы күн, құрметті достар. Мен жас журналист клубының бір мүшесімін. Менің есімім Алия. Бүгін мен Қарабұлақ ауылына келдім. Біз әкімшілік ұжымынан сұхбат алуға барамыз. Бұл ата-бабаларымыздың кіндік қанымен маңдай тері төгілген киелі мекені. Халқымыздың бойында нәр қоятын алтын бесігі, қуат алар қайнар көзі. Гүлденсе ауыл, гүлденеміз бәріміз дегендей, ауыл көркейсе халық өмірі, оның әлеуметтік жағдайы көтеріледі. Бүгінгі таңда да Қарабұлақ ауылының өркендеуінде үлес қосып келе жатқан Қарабұлақ кентінің әкімі Айтымов Қайыркелді Исламбекұлы. Сәлеметсіз бе? Мен Алия Талғатқызы бір-екі сұрақ қоюға келіп едім. Рұқсат етсеңіз. Расскажите нам о себе. Ну, я родился в Омской области, в России, и в 5-летнем возрасте приехал сюда, в Карабулак, это было в 1963 году. И с тех пор я живу здесь, в Карабулаке. Я здесь закончил школу, поступил в институт, ушел в армию, вернулся, женился, создал семью. И по сегодняшний день живу здесь, в Карабулаке, если вкратце так. Вот. Работаю акимом. До этого работал председателем профсоюзного комитета. После окончания вуза я начал работать механиком на молочном комплексе. И после избрания меня председателя профкома, и вот так примерно, если вкратце. Ваши любимые книги, фильмы? Ну, у меня любимая книга – это «Война и мир». Я очень люблю эту книгу. Ну, из фильмов я больше уважаю исторические фильмы. Вот. Всех перечислять не буду, но вот в основном любимые мои фильмы – это исторические. Если бы вы поймали золотую руку, то какие бы 3 желания загадали? Ну, первое желание, которое бы я хотел, это построить в Карабулаке дом культуры нужно. Это первое. Второе у меня было бы желание сделать все дороги. И третье, значит, ну, наверное, третье такое желание, ну, все сделать для того, чтобы нашим людям жилось хорошо. Говорят, что в жизни нужно попробовать все. Есть ли вещи, которые вы никогда не попробуете? Ну, есть, конечно. Вот. Я бы, наверное, плохой ничего не стал пробовать, только хорошее. Какие 3 вещи бы вы взяли с собой на необитаемый остров? Ну, 3 вещи, да? Ну, наверное, компас взял бы. Так, что бы еще я взял? Ну, наверное, лодку моторную, чтобы, если что, куда надо было сидеть. И, наверное, свою любимую собаку. Кто был вашим героем действия? Героем детства мне был Гагарин. Почему? Потому что он был первый космонавт в мире, и когда родился, он первый совершил полет в космос. Он тогда был очень популярен. Ну и вообще, будем говорить, мои сверстники очень любили Гагарина. И он для меня был кумиром, героем. Чем вы любите заниматься в свободное время? В свободное время я люблю больше гулять, заниматься спортом. Вот так. Любите ли вы свою работу? Ну, относительно да. Мне нравится работать с людьми, потому что, ну, практически я работаю с людьми примерно 37 лет. Это когда я начинал в профсоюзе, и вот сейчас акимом. Последние 20 лет я работаю акимом. Поэтому мне приходится постоянно работать с людьми. Мне это нравится, общение с людьми. Расскажите о вашем любимом учителе в школе. Ну, у меня была самая любимая учительница, это Дзюба Екатерина Ивановна. Она была нашим классным руководителем, преподаватель русского языка. Очень ее любил, она сейчас, правда, покойная. Она была нашим классным руководителем. Я ее очень люблю. Кайыргелд Исламбекович, можете рассказать немножко
о работе вашей? Уже 20 лет в течение вы работаете. Ну, что Какие рассказать? достижения у вас? Ну, я вам начну с того, что какое хозяйство я принял. Вот. Это было, знаете, после развала Союза, совхозы, которые были у нас в Казахстане, они все были практически реформированы. Вот. Как совхозы были ликвидированы, и они переходили в частную собственность. И, конечно же, не обошел наш Карабулак. Когда это все произошло, практически все имущество, которое имелось в совхозе, было забрано за долги, которые имелись. И небольшая часть имущества была роздана людям под погашение заработной платы. В связи с этим уже, естественно, не было работы. Нас отключили от этой электроэнергии за долги, отключили воду. Вот. Руководство, которое у нас было здесь, большая часть уехала. Естественно, уехала большая часть населения. Если было тогда население 2500, то осталось 900. Вы представляете, какой отток был населения? Вот эти новые дома брошенных, очень много было брошенных домов и так далее. В то время я уже не работал в профсоюзе, потому что как профсоюзы были, они не нужны были. И меня избрали депутатом районного маслихата. Мы относились к Аккульскому району. Вот. И в основном все вопросы ко мне обращались люди, потому что некуда было обращаться. Вот. И, ситуация, вы понимаете, самая была тяжелая. Это было самое тяжелое время. Но я вам сказал, что ни света, ни воды, ни дороги, зимний период мы не могли даже похоронить людей. Было даже доходило до такого. Нужно отдать должное нашим людям. У нас жители села Карабулак очень дружные, сплоченные. То есть мы держались всегда вместе. Любые, задачи, которые перед нами ставят, которые, будем говорить, все вот эти препятствия, все вот эти вопросы мы решали вместе, дружно и хорошо. После того, когда был решен вопрос о присоединении села Карабулак к городу Степногорску, вот после этого, конечно, мы зажили, будем говорить так, ситуация начала меняться. Вот на сегодняшний день у нас население уже около 1500. Обеспеченность водой 100%. У нас в дома введены, вода в каждом доме имеется. На сегодняшний день у нас организован маршрут. У нас ходит маршрутное такси, вы знаете. Вот. Потом, кроме этого, у нас организован вывоз бытового мусора, контейнера. Имеется у нас сейчас крестьянские хозяйства, имеется 3 ТО, которые занимаются развитием животноводства. В основном направлении у нас животноводство и часть полеводства. Полеводство у нас в основном занимается кормами, заготовкой корма. Второе, чтобы я отметил, школа, которая где-то 70% не отапливалась. Вот когда произошел развал, благодаря, когда нас передали, с бюджета были выделены деньги, мы в школе запустили отопление. Вот, начало работать отопление. Естественно, дети стали оставаться, а то многие дети учились в городе Степногорске. Уезжали туда и там учились. Родственников, кто как. Вот. На сегодняшний день в школе у нас почти 200 учеников. Школа наша одна из лучших в области на сегодняшний день. Малокомплектная школа. 11 классов у нас имеется там на русском и на казахском языке. При школе мы открыли мини-центр, это детский сад. Он у нас раньше работал полдня, а сейчас полный день, это то есть с утра до вечера, с 9 до 6 вечера. Дети там находятся.
Значит, имеется там две группы. Это 25 человек на русском, 25 на казахском языке. Библиотека у нас сельская. Вот. Она тоже, кстати, одна из лучших у нас в области. Я знаю, что даже, хотел сказать о Ирине Сергеевне, мы уже об этом много говорили. Вот при Ирине Сергеевне у нас даже проводился областной семинар по среди сельских библиотек. Она там очень много всяких методов разработала хороших, которые я даже сам удивлялся, когда посещал, столько Ирина Сергеевна сделала. И вот эта традиция, она вот, хорошо, что она сохранилась, есть. Сейчас очень много материалов, которых она вот собирала, работала с читателями. Я знаю, что она посещала семьи, допустим, если они инвалиды, там, неходячие, она их все эти семьи посещала, давала им книги, какие-то советы и так далее. То есть это же очень хорошее дело. Вот. И за это люди ее уважали. Она имела большой авторитет. Имеется у нас ФАП, фельдшерско-акушерский пункт. Значит, кроме этого, у нас ежемесячно выезжают врачи. Это педиатр, терапевт, хирург. К нам сюда выезжают в село и ведут прием наших граждан. Имеется у нас, значит, связь, телефонная связь. Должен отметить, что стопроцентная. Мы обеспечены стопроцентной связью. Это и сотовая связь, интернет, все такое. Это все у нас есть. Вот. Кроме этого, что бы я еще хотел сказать? Ну, участковый инспектор у нас есть свой, который непосредственно занимается с правонарушениями и так далее. У него имеется машина, автомобиль новая, Нива. Вот эти работы, значит, мы совместно проводим. Но если говорить о населении, население у нас очень хорошее, люди у нас все очень доброжелательные. Ну, сельские люди не всегда этим отличались. А вот особенно наши карабулацкие, они вот такие. Старожилов, правда, осталось мало. В основном у нас приехали с соседних сел, вот, Фалихановского района очень много приехало, и Мышегельского района. Вот сейчас к нам очень много приезжает, покупают у нас дома, потом берут землю под строительство домов. В основном с города Степногорска. И я должен отметить молодежь. Молодежь та, которая раньше жили у нас в Карабулаке. В основном так вот. Мы в этом году планируем, у нас планируется строительство 8 домов. В прошлом году у нас было построено 2 дома, вот в этом году 8. То есть по ИЖС, индивидуальное жилищное строительство, мы отдали земли где-то на 8 участков раздали уже. Ну, что еще сказать? Работает у нас очень хорошо Совет ветеранов, возглавляет ее Исимбекова, значит, Махпалова Магомбетовна. Она уже на протяжении 20 лет руководит этой организацией. Очень активная женщина, несмотря на свой возраст, она очень такая активная. Вы, наверное, видели, вот, когда мы проводили мероприятия. Вот. Она вот создала, там, возродила вокальную группу, всевозможные выставки, там, всякие мероприятия, всегда она принимает самое активное участие. Она и наши пожилые люди. Если говорить о спорте, спорт у нас тоже неплохо развивается. У нас имеется свой хоккейный корт. Вот, кстати, мы его построили где-то 3 года назад. Построили футбольное поле свое у нас есть. У нас есть своя футбольная команда, есть волейбольная, баскетбольная команда. Есть у нас команда по президентскому многоборью. Есть даже среди них чемпионы области есть. И, значит, что бы я еще хотел отметить? Ну, работа с молодежью, конечно, это, вот, кстати, вот я должен отметить, что мы немножко упустили эту работу. Вот в целом, не только у нас, а в целом по стране, потому что с молодежью как-то или некогда было этим заниматься. А сейчас
сейчас поняли, что надо молодежи заниматься. То есть ей надо помогать и вместе работать. Вот эту работу сейчас мы активно, значит, проводим. Что еще? Ну, если брать по производству, у нас налажено производство, имеется цех по изготовлению железобетонных конструкций. Вот. Это, значит, индивидуальный предприниматель Волков Сергей Геннадьевич. Они занимаются изготовлением брусчатки, значит, бетонных конструкций всевозможных, на любой заказ. Они заказ исполняют, пожалуйста, делают. Имеется у нас деревообрабатывающий цех, имеется столярный цех, изготавливаем двери там, и все такое. Кроме этого, на развитие бизнеса, по малому и среднему бизнесу я хотел бы еще отметить. Вот за последние 4 года в Карабулаке получили микрокредитов 117 миллионов тенге. Это в основном деньги пошли, кто взял эти кредиты? Это взяли в основном самозанятые и безработные, которые, ну, открыли свой бизнес, чтобы была своя работа. В основном деньги брали на развитие животноводства. Это там разводить птиц, например, коров, баранов, лошадей, откорм и так далее. Всю продукцию, которую Карабулаки производит, это мы его реализуем в основном в город Степногорск. Это через ярмарки, наверное, вы видели, наши люди в основном торгуют молоком, мясом, ну и так далее. Сейчас вот эти, которые новые ТО пришли к нам, значит, я думаю, что уже есть первые, значит, сдвиги. Вот уже завезли небольшое поголовье скота племенного. Это крупный рогатый скот, завезли казахский белоголовый. Собирается у нас в Карабулаке не в этом году, уже, наверное, на следующий год это будет, скорее всего. Примерно 3000 голов скота откорм, крупнорогатого скота. Где-то будет 100 голов примерно в среднем в год откармливается лошадей. И, 200 голов будет откорм лошадей и 100 голов кобыл доится круглый год. То есть производство кумыса будет. Кумысом будем мы заниматься. Но поголовье всех видов скота у нас увеличилось. Пошел рост. Вот в связи с тем, что вот эти крестьяне, вот эти ТО, они, значит, начали заниматься. И еще один момент хочу отметить. Земли, которые у нас имелись, они в основном пустовали, не занимались. А сейчас вот стали активно работать. Вот в этом году в пределах 5000 гектаров у нас посеяли. Это никогда не было в Карабулаке за последние 20-30 лет. Вот это впервые у нас такое. Вот. Ну, в основном у нас, я вам уже говорил вначале, что занимаются производством кормов. Не зерновые мы сеем, а в основном корма. Потому что у нас земли очень бедные, балбонитет очень низкий. В нашем регионе, значит, рекомендуют больше заниматься, конечно, животноводством. Есть у нас 2 отгонных участка, это Коксал, Первомайка. Там тоже имеются крестьянские хозяйства, там тоже, будем говорить, тоже занимаются в основном животноводством. Что еще сказать о производстве? Ну, сейчас вот последний, которые просили прокредитовать, микрокредиты, значит, будет у нас цех по изготовлению мебели, потом, значит, будет у нас закуплено 2 инкубатора по выведению там птиц, там всех видов птиц, это там и курей, и гусей, и уток и так далее. Человек берет, покупает вот это оборудование и начинает. Ну, конечно, наша задача, какая задача стоит? Наша задача стоит заниматься переработкой вот этой сельхозпродукции, потому что то, что мы продаем, это не так выгодно для нас. Желательно бы это молоко перерабатывать, и тогда она будет какая-то отдача. Ну и
И с одной стороны, это и для населения, и городского, и для нашего будет, когда готовая продукция, это же лучше, чем кому-то. У нас, вы знаете, что в город Степногорск завозят молоко аж с Петропавловска, с Кустаная, когда можно с Карабулак это все спокойно завозить, ну, то есть перерабатывать и завозить. Мы пока продаем им как сырье. Ну, сырое молоко продаем, так будем говорить. Планируется у нас и, значит, колбасный цех, и переработка молока. Это у вас дальнейшее. Это да, у нас уже есть это в плане. У нас есть, имеется план мероприятий по жизнеобеспечению села Карабулак, в это в планах есть. Есть люди, которые этим занимаются на сегодняшний день, готовятся. Вот так. В перспективе вот так. Значит, мы построили 3 детские площадки, может, видели по Карабулаку. Это по желанию жителей. Детские площадки спортивного направления, там турник, там перекладины, спортивное, в общем, такое. И я вам должен сказать, что на удивление детей там постоянно, прям, можно сказать, круглые сутки они там, пока, наверное, солнце не сядет, находятся. Потому что вот я живу на улице Ленина, и там у меня напротив как раз детская площадка, я сам вижу. Мы специально подобрали такие места, где скапливаются дети, и переговорили с населением, и населением им за счет спонсорских средств это мы сделали. И в прошлом году мы осветили улицу одну, часть улицы, вот центральную, может, видели, это улица Ленина, поставили 10 опор. В этом году планируем по улице Абая, Кунанбаева, тоже 10 опор. Это центральная улица наша. Будет тут проведена такая работа по освещению. Ну, естественно, должен сказать, что благодаря, конечно, того, что нас передали в город Степногорск, у нас более-менее стало финансирование. Это содержание дорог, деньги берут, значит, ликвидация стихийных свалок и так далее. Вот эта работа сейчас, она ведется, она ежедневная, каждый день. Потому что приходится работать с людьми, там и выпас скота, и потравы, и, очень-очень много, и содержание кладбищ, и содержание ТБО, это свалки наши, куда мы должны вывозить мусор. И очень-очень много вопросов, которые надо ежедневно, постоянно решать. У меня имеется аппарат у нас со мной 4 человека, со мной 3 главных специалиста у меня. Это работы очень много, конечно, приходится заниматься. Но если вкратце, то так. Спасибо вам большое. Вам спасибо, что приехали. Қайрып келді, Исламбекұлы. Міне біз ауыл туралы, сіз туралы көптеген мәлімет алдық. Сізге зор денсаулық, ауылыңыз дамый берсін, өркендей берсін деп тілейміз. Ой, ботам рахмет саған. Көп жаса, бақытты бол.